Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Рождество Христово сегодня отмечают православные христиане. Традиционную божественную литургию провели в Рождественский сочельник. Якутия прорывается вперед. Юрий Трутнев оценил опыт республики в сфере поддержки высоких технологий. По-настоящему сильная женщина. В Нерюнгринском районе живет спортсменка и увлекается, на первый взгляд, совсем не женским, гиревым спортом. Православные христиане сегодня отмечают Рождество Христово. Рождество – один из главных христианских праздников. В этот день верующие чествуют рождение во плоти Иисуса Христа. В честь праздника в храмах проводят торжественные службы. Они начинаются 6 января в сочельник. Поздравлять друг друга с Рождеством сегодня привыкли даже те, кто не считает себя верующим человеком. Это хорошая традиция и повод провести вместе с родными и близкими еще один день. Ну а глава Якутии Исай Николаев по традиции в ночь с 6 на 7 января вместе с прихожанами Преображенского храма Якутска принял участие в божественной литургии в честь светлого праздника Рождества. Ее служил архиепископ якутский Еленский Роман. По окончании службы Исай Николаев поздравил якутян со светлым праздником Рождества Христова. Он также призвал якутян в этот светлый праздник вспомнить Богоматерь, которая явила миру подвиг материнства. Конечно же, в этот год, который я объявил в Якутии годом Матери, прошу у Богородицы благословений для матерей Якутии, для детей Якутии, для всей нашей республики, чтобы Божье благословение, благословение Божией Матери всегда было с нами. Я желаю вам всем мира и добра, счастья и здоровья и Божьей помощи в наших добрых делах. Праздник. Архиепископ якутский Еленский Роман отметил, что первые 10 дней после Рождества Христова называются святыми днями. В эти дни принято дарить подарки, часто бывать в храме, делать добрые дела, чтобы, подражая Христу, просвещать и делать мир вокруг нас лучше, светлее, благодатнее и радостнее. Пусть будет так. Пусть через каждого из вас, через ваше сердце, через ваши поступки, все, что окружает нас, светилось именем Божиим, светилось Рождеством Христовым. Радостных дней вам! Счастливого Рождества, здоровья, мира и благополучия всем нам желаю. К другим темам Юрий Трутнев оценил опыт Якутии в сфере поддержки высоких технологий. В интервью телеканалу «Россия-24» полномочный представитель президента на Дальнем Востоке привел в пример опыт Якутии в сфере развития высоких технологий как показательный. Мы постараемся сопровождать проекты в сфере высоких технологий, чтобы разобраться, а что мешает развиваться высоким технологиям в нашей стране, какие препятствия, как их ликвидировать. То есть мы хотим объединить и финансовые инструменты, и административные для устранения препятствий. У нас уже есть примеры. Республика Саха-Якутия прорывается вперед. На ней сегодня порядка 85% экспорта высокотехнологичной продукции поставляют кластер высоких технологий в Якутии. Но я думаю, что мы подтянемся и в других регионах. Напомним, что территория опережающего развития Якутия будет расширена. В нее войдет креативный кластер «Квартал труда». Это творческое пространство для развития креативной экономики в Якутске. Такое пространство объединит порядка 150 резидентов. Основными направлениями их деятельности станут в том числе кино, анимация, рекламный бизнес, изобразительное и исполнительское искусство, консалтинг и образование в области дизайна, маркетинга, игровой графики. Проект планируют запустить в текущем году.
Переселение из аварийного жилья с непогашенной ипотекой рассмотрит Кабинет министров. Такое поручение дал президент Владимир Путин. В срок до 1 мая Кабмин рассмотрит вопросы, связанные с переселением из аварийного жилфонда граждан, собственников квартир, приобретенных с использованием кредитов или займов, включая ипотечные кредиты, обязательства по которым не погашены на момент признания многоквартирного дома аварийным. Также глава государства поручил Кабмину представить предложения по увеличению вклада крупных промышленных компаний в строительство жилья и соцобъектов в местах, где они работают. Тем временем жители аварийного дома по адресу Полина Осипенко, 8/6 в Якутске замерзают в своих квартирах. Температура воздуха в доме составляет плюс 5 градусов, в то время как, согласно требованиям Роспотребнадзора, в жилом помещении должно быть не ниже плюс 18 градусов. Страдают от холода жители всего первого этажа. Проблемы с отоплением продолжаются не первый год, однако именно первые дни января стали для жильцов этого аварийного дома настоящим испытанием. Чтобы не замерзнуть, квартиранты вынуждены круглосуточно держать включенными обогреватели и носить на себе несколько слоев теплой одежды, в число которых обязательно входит и вязаная шапка. Управляющая компания нам особо тоже ничего не может помочь. Дело в том, что у нас нет черновых полов. В данное время нам их никто делать не будет. У нас уже было неоднократно и комиссии, и бригады нанимали. Они приходили, смотрели, заходили под дом, но там летом у нас вода, туда никто не пойдет, там по шее море у нас такое. И они сказали, это убийство. Или при полном расселении, то нет факта, что дом разрушится, как карточный домик. Наш дом делать нецелесообразно. Далее к эпидобстановке в регионе. Еще 74 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске фиксируют 32 случая заболевания, сообщает Оперштаб. В Мегино-Кангаласском районе заболели 11 человек, в Среднеколымском 9, в Алданском 7, в Мирнинском 5. Еще 3 случая в Татинском районе, по 2 в Тампонском и Хангаласском, по 1 в Амгинском, Горном и Нерюнгринском районах. Между тем, случаи заражения омикроном выявили у людей, не покидавших страну. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в условиях распространения нового штамма регионам России необходимо принимать серьезные предупредительные меры. При этом, как отметил министр, эффективность вакцины «Спутник Ви» в отношении омикрона во много раз выше, чем у западных вакцин. Случаи заражения штаммом коронавируса омикрон зафиксированы в регионах у людей, не покидавших страну, сообщил Мурашко. Конкуренция или коллаборация. Предприниматели создают единое турпространство в Хангаласском, Амгинском районах, в Аймиконе и Верхояне. И это только первые ласточки, ведь не секрет, что у туризма в Якутии огромный потенциал. О том, на какие направления сделают упор в Амге, расскажет Анна Васильева. Уютный гостевой дом на 10 человек со своим двором и зоной для барбекю. В рекламе не нуждается. Бронировать места нужно уже с весны. Ульяна Кузьмина оформила дальневосточный гектар недалеко от родного села Балугур. Вместе с мужем и сыновьями при поддержке администрации села отремонтировали стоявший здесь заброшенный домик. И вот уже с марта приезжают первые гости. Открывают сезон шашлыков односельчане. Здесь, на берегу Амги, отмечаются семейные и корпоративные праздники. Впрочем, на этом Ульяна останавливаться не собирается. Планов громадье. Очень много планов. Я хочу открыть круглогодичный туризм, лечебно-оздоровительный. И там хочу услугу коммусопития, ипотерапию. Планов очень много. Мечты-то сбиваются, так что мечтаю. Очень хорошо, что мы в кластер вошли, Амгинский улус. Ага. Идею войти в единый туристический кластер приняла с радостью. В Амге можно не только купаться и собирать знаменитую на всю республику землянику. Району много чего есть показать и рассказать гостям. Очень много мастеров народных. Это все войдет. И там, короче, туда приедут, и там в Амге, Холобра в Абаге есть. Там кластер будет, там сосыл-сосы. Там гражданская война, и там есть истории очень много. Историю знают наслегов.
все будем вместе работать. Помимо этого, Ульяна мечтает разводить якутских коров. Действительно, агротуризм может стать настоящей изюминкой района. Так, фермер из соседнего села Покровка Игорь Петров уже планирует строительство своей турбазы. Здесь гости смогут не только отдохнуть, но и пообщаться с животными и с пользой провести время. Ну, хотелось бы, Виктор, взять все-таки еще плюс агротуризмом заняться, потому что мы все знаем, что Амга является жемчужиной Якутии. Здесь очень много туристов. Туристы не охвачены. В принципе, в этом направлении нам суждено работать, я думаю. Здесь у нас имеется в Покровке хорошая туристическая база. Но хотелось бы немножко отклониться в агротуризм, чтобы люди приехали, посмотрели, попробовали, подоили, что надоили, сделали там, допустим, сыр, попробовали тут же, да. Ну и чтобы дети контактировали с животными. В туркластер могут войти все фермеры, в том числе коневоды. Этим летом первые 40 туристов, которые гостили в летней усадьбе семьи Уваровых недалеко от села Имисы, конными прогулками остались очень довольны. Да, туристы это все, в основном они ездили на это. В основном девчонки приезжали к нам. Но им, если это хорошо, это понравилось, эта езда. И они с хорошей стороны не только. Так что еще спланируемся, что дальше еще это развивать, еще здесь создать такой конный тур. Семья Уваровых занимается коневодством 20 лет. Идею с туризмом начал младший сын Василий. Гости не только осваивали маршруты верхом и общались с ездовыми лошадьми, но и жили в якутском балагане и ели исключительно национальную пищу. Так что туризм в Амге можно смело развивать в самых разных направлениях. Можем, если хорошие туристические базы построить и реализации экологически чистой продукции, которая у нас выращивается, у нас животноводство развито, коневодство, зерноводство, и по овощам тоже работы ведутся. Поэтому думаем, если инфраструктура еще улучшится, это у нас дорога, освещение, тогда Амга будет в будущем туристическим центром Якутии, как сказал Есен Сергеевич. Если в России Сочи, в Якутии это Амга. Якутские Сочи к реализации готовы. Концепцию по проекту единого туркластера в Амге Агентство по развитию туризма республики уже составили. Работы, в том числе строительство центрального турхаба недалеко от райцентра, начнутся со следующего года. Анна Васильева, Семен Семенов, Туяра Филиппова, Амгинский район. В завершении о спорте нерюнгринка Мария Мифтахова добивается высоких результатов в несвойственном для женщин виде. Она является многократным призером республиканских и российских турниров по гиревому спорту. Ирина Кичигина пообщалась с по-настоящему сильной женщиной. В серьезный спорт Мария пришла в 18 лет. Сначала девушка занималась боевыми искусствами. Однажды ее заметил тренер Владимир Михайлов и предложил попробовать себя в силовом виде спорта. С тех пор, уже 7-й год, Мария тягает гири, вес которых достигает 24 килограмм. Пришла, раз-два подняла, очень боялась ее поднимать прямо над головой, потому что она гиря, я девочка, как-то было вообще очень тяжеловато. Подняла и все, закрутила, завертелась и осталась в гиревом спорте. В ноябре ее копилка пополнилась еще одной золотой медалью соревнований Российской гиревой организации. Дважды бронзовый призер Игорь Манчары, золотой призер международного турнира «Золотой тигр» поделилась своими дальнейшими планами. Конечно, я стремлюсь к мастеру, но это очень тяжело, большие нормативы. Сейчас я стремлюсь хотя бы выполнить КМС, и в дальнейшем, наверное, я уже иду по ветеранам. Женщины 35 лет ветераны, я думаю, что я дам фору и выиграю, дай бог, Россию даже. Планирую. Помимо физкультурного образования, Маша имеет диплом бухгалтера-экономиста, по которому уже 13 лет работает товароведом. Свою работу Мария Мифтахова любит, потому что здесь она получает удовольствие от общения с поставщиками, покупателями, знает все о товаре и умеет налаживать связи. Настроение сейчас праздничное, у нас предновогодняя такая неделя идет, ажиотаж в магазине конкретный, берут все абсолютно, сносят с пола консервацию, воду, соки, конфеты, печеньки, шоколадки, абсолютно все. Близкие и коллеги поддерживают спортсменку в ее увлечении. Она очень целеустремленная, активная, трудолюбивая. Наверное, на нее так влияет
спорт, которым она занимается, такой необычный спорт, скорее всего, для мужчин. Может быть, поэтому она такая у нас позитивная и добрая, и ответственная. Мы желаем Марии в новом году уверенно двигаться к поставленной цели, никогда не сомневаться в своем успехе и прославлять наш город и республику на всероссийских и международных спортивных аренах. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.